Путешествие предстоит насыщенное, потому гостям предлагают подкрепиться национальным блюдом, а в это время зажигательный танец лезгинки задает тон предстоящему дню. Несмотря на то, что дорога была длинной и изматывающей, настроение у туристов Чайного экспресса приподнятое. Мегаполисы позади, впереди провинциальные уютные города и пропитанные свободой вершины гор. Я сам директор туристического агентства из города Самары. Вот приехал сюда к вам в республику познакомиться с достопримечательностями, чтобы потом рассказать нашим туристам, нашим клиентам, у которых большое желание посетить ваш солнечный край, такой гостеприимный, такой добродушный, такой интересный. Мы из Москвы, скажу честно, что на Кавказе не была ни разу, поэтому большие очень ожидания. Хочется увидеть вашу природу, ваши традиции, вашу культуру. Мы знаем, что у вас этим очень богато. Республика славится, поэтому мы с нетерпением ждем всего этого. Дорога была отличная, из окна поезда видели Россию, поэтому переполняют эмоции, потому что на самом деле авиаперелеты, наверное, не передают всю ту красоту, которую можно увидеть именно из поезда. Поэтому железнодорожный круиз – это, наверное, что-то новое для нас, и думаю, что поездка будет очень удачной. Одинокий 100-метровый великан прямо посреди столицы республики вызвал шквал вопросов у туристов. Когда построили, кто автор каменного сооружения, что из себя представляет этот необычный музей изнутри. Дорога оказывается незаметной, то есть мы этажами поднимаемся и не замечаем, как достигаем уже вершины 100 метров. Пожалуй, самая важная часть экскурсии первой половины дня – остановка у мемориала памяти и славы. Великая Отечественная война, депортация – эти памятники отражают самые важные события из истории ингушского народа. В тур по СКФО отправились туристы не только со всей страны, но и из-за рубежа. Густаво Нунас Леал приехал из Бразилии. На Северном Кавказе он впервые. Контраст впечатляющий, а от разнообразия местных пейзажей уже в хорошем смысле слова кружится голова, признается иностранец. Почти 30 лет мечтал попасть на Северный Кавказ, и не было никогда конкретной возможности. Кавказское гостеприимство, естественно, все знают, и уже вчера имел возможность с этим сталкиваться, да. Но в Ингушетии сейчас первый раз, вот приехали сегодня в Ингушетию. Что ожидаю видеть? Красоту, потому что Кавказские горы, природу и так далее, разнообразие народов, языков, религии, кухонь. Все, что я делаю для себя, я пытаюсь донести до других бразильцев тоже. То есть хочу бразильцев приглашать сюда, то есть организовать группы, чтобы приезжали бразильские туристы на Северный Кавказ. После Москвы и Петербурга я намерен составить тур на неделю, и чтобы они могли сюда приезжать на неделю. 9 сторожевых башен, обвитых колючей проволокой, сразу привлекают внимание туристов. До сегодняшнего дня о сталинских репрессиях кавказских народов им мало что было известно. Однако экскурсовод восполняет эти пробелы и делится историей ингушского народа в годы депортации. Междоусобицы провоцировали войну между народами Кавказа. Ну и вот сейчас как раз про мемориал рассказали, да, что это память народам, да, что так нельзя, что мы все братья, что нужно жить как-то, да, дружно, слаженно. Круиз «Чайный экспресс», инициатором которого, кстати, выступает наша республика, ежегодно привлекает в Ингушетию все больше туристов. С равнинной частью Ингушетии туристы уже ознакомились. Далее группа в составе 40 человек отправится в горы, где сможет посетить средневековый башенный комплекс Игикал и другие достопримечательности Джейрахского района. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.